Сегодня утром Вячеслав Гайзер проводил призывников республики в армию. Глава посетил сборный пункт в Емве. Губернатор призвал будущих солдат сообщать о проблемах по координатам, указанным в памятке, которые раздали всем новобранцам. Руководитель региона также озвучил свое мнение по поводу сокращения сроков службы. По мнению Вячеслава Гайзера, и 2 года – это мало. Далее в рамках визита губернатор осмотрел спальные комнаты, вещевой склад и столовую призывного пункта. А потом сделал поручение Минархстрою рассмотреть возможность строительства дополнительного корпуса. Техническое задание должно быть разработано в течение 2 месяцев, сообщает пресс-служба главы Коми. Сейчас на призывном пункте в Емве находится более 200 призывников. 80 из них уже сегодня отправятся в воинские части. В этот момент в Ухте проходит заседание Республиканской призывной комиссии. А пока Татьяна Супряткина посмотрела на призывной пункт в Емве. По плану в армию должны пойти 3500 призывников. По данным военкоматов, сегодня план выполнен уже наполовину. Сборный пункт в Емве. Сюда только что прибыли новобранцы со всей республики. По распорядку оформление, переодевание, осмотр врачей. Заключительный. Медкомиссия окончательно примет решение, годен солдат к армии или не годен, чтобы пресечь возможные ошибки. Остается, скажем, тенденция, то, что на местах, да, зачастую врачи где-то пропускают. Нашими врачами здесь это контролируется и выявляется. Врачи сборного пункта разводят руками. Только за месяц с начала нынешней кампании домой вернули 102 подростка. К примеру, в прошлом году за весь призыв забраковали всего 122 новобранца. По мнению медиков, в этом вина их коллег на местах. Те допускают на медкомиссии молодых людей с хроническими заболеваниями, например, с проблемами позвоночника или с плоскостопием. Много недообследованных. В результате задержка происходит. Часть, конечно, обследования мы можем выполнить здесь, на базе центральной районной больницы. Хорошо, что они идут нам навстречу пока. И ряд обследований мы можем сделать здесь. А тех больных уже с острыми заболеваниями приходится возвращать обратно. О некомпетентности врачей на местах в июле этого года уже поднимался вопрос. На совещании по итогам республиканской призывной кампании основной темой разговора стало качество медицинского освидетельствования призывников. Тогда Вячеслав Гайзер четко поставил задачу провести проверку врачебных комиссий. По его словам, цитата, «люди, подписывающие документы о годности, должны нести ответственность за принятые решения». Однако к поручению, видимо, прислушались не все. Татьяна Супряткина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Книжпогостский район. И как стало известно только что, план по призыву в Коми по итогам общей кампании составил 3610 человек. Такие данные на республиканской комиссии под председательством Вячеслава Гайзера представил в Ухте военный комиссар Дмитрий Федин. Большинство молодых людей будут служить в сухопутных, космических и ракетных войсках. Основная часть муниципалитетов республики выполнила план в полном объеме. А Сыктывкар, Инта, Печора, Книжпогостский и Сыктывдинский район даже перевыполнили. Федин отметил хорошую практику по розыску не получивших повестки призывников. Сложный военком назвал ситуацию с неявкой на медкомиссии. В Сыктывкаре не пришли на военную комиссию 10%, в Воркуте 28%, в Ухте 23%, в Усть-Вымском районе 22%, в Ударском районе 29%.